Hürmetli kolegalar, urgudlaha iyum, че hukumata verinra uruç alxunin yoğya. И вакъия избашна чна Сулейман-Старский районда чи элкой стол арадал ганва. Чна и чи мярекатис теклифного чи Арванова Алим Магомедов Гамидуллах Исмаилович. Чи вери уруч алам малимрин муалим. Хакни агаст аларин школа дин. Завуч по учебно-воспитательной работе Абдулмеджидова Файзат Абдуселимовна. Учитель уручала в литературе дин Малин, Курхурин садлха школа дин Меджидова Милесат Бадрудиновна. В Агаст Ал-Казмайрин уручала литература дин Малин, Гаджимирзоева Ринальда Фадиловна. Кез виридас қанин и сварин юг мубарак хой, как агал унар хой, ки балайрик уручал, чи лезгич Аллах кала санал, кунева чирдай, яке джандин сагвал хой, о агал унар хой. Первый вопрос я хочу задать вам, уважаемый Гамидуллах Исмаилович. Вы человек, который много лет работали, руководили нашим ведущим факультетом, ведущего вуза, филологическим факультетом. И многие наши учителя, русоведи, это ваши выпускники. Пожалуйста, скажите нам, почему именно 6 июня отмечается как День русского языка? С чем это связано? Çok sağ ol и işleri kuruşal honine ахпазаз и бариштемишнус конши ябгуза ши два района Лилова кечна инелабрж вридеш дизгич онохсанчи урушални кнехтяргитечна ичи элкресто тханаганда урушалди училхата урушала карахаз дизгидиот хо има акмодюжзеш имсадлар кедлахат шази сахта урушала гаврда контизахти сенарна ваш дачдат кюри урушала гаврда قد هؤلاء за ихтяр гит за урушалот ходой ристол. Ну, здесь правильно, действительно, чем вызвано, что 6 июня мы ежегодно отмечаем День русского языка. Ну, прежде всего, это день рождения Александра Сергеевича Пушкина, родоначальника русского литературного языка. Его второе, это имеет колоссальное и политическое значение, и социально-экономическое значение. Русский язык играет в нашей жизни такую консолидирующую роль всех народов России. Значит, если мы не будем владеть как следует русским языком, то конкурентоспособным гражданином России никто из нас не станет. Нам даже элементарно для личной карьеры, для службы, для учебы, везде нам нужен русский язык, как вы правильно подметили, наряду с родным языком. Вот поэтому, придавая огромное значение русскому языку, Владимир Владимирович Путин даже в учебных планах выделил русский язык и литературу в самостоятельную предметную область. Почему? Потому что раньше русский язык он был как рядовой предмет, а сейчас президент придал самое серьезное внимание, придает именно русскому языку. А во-вторых, он сам по своей инициативе организовал буквально год тому назад общество русской словесности и попросил патриарха России Алексея, чтобы он возглавил вот такое общество. Потому что действительно после распада Советского Союза роль и распространение русского языка сужается. Чтобы этого не было достаточно, сказать, где-то 25 миллионов русскоязычного населения сегодня после распада осталось за пределами даже в странах СНГ. Вот мы хотим сейчас, чтобы, во-первых, каждый гражданин свободно владел наряду с родным языком и русским, так? И, во-вторых, чтобы русский язык, он стал в международном масштабе таким авторитетным, нужным. Действительно, раньше без русского языка не обходились, и сейчас тоже, конечно, это будет очень трудно. И последнее, русский язык
является средством познания. Что это значит? Вот уровень знаний наших учащихся во многом зависит от уровня знаний русского языка. Если он плохо владеет русским языком, то, конечно, он не поймет. У нас, особенно, я помню, вот когда я в сельской школе учился, мы просто вызубривали отдельные тексты, не понимая. А сейчас вот этого не будет. И еще вы задали очень такой приятный мне вопрос. Действительно, когда я работал деканом, все-таки 20 лет лучшей своей жизни отдал факультету филологическому. И тогда было 4 отделения, сейчас фактически там 4 факультета. Но я очень горжусь. Если что-то положительное в своей жизни я сделал, то я готовил хороших специалистов по русскому языку. Сейчас они разбросаны не только по школам Республики Дагестан, но и за пределами. И все буквально довольны, очень высоко ценят их знания. Даже в отдельных районах, когда разъезжаю, они говорят, вот все, многие на пенсионный возраст и так далее, мы, говорит, их держим, бережем, потому что, говорит, нет замены. Поэтому мне очень приятно, что действительно очень хорошие выпускники будут тогда. Вот мы знаем, что государство и Российская Федерация, и Республика Дагестан уделяет большое внимание развитию русского языка, улучшению преподавания русского языка. И не зря постановлением правительства 23 декабря 2014 года номером 664 у нас в Республике Дагестан принято постановление развития образования в Республике Дагестан. И там программа, которая состоит из 9 подпрограмм, в которой одним из пунктов является, это 7-й пункт, 7-я подпрограмма, это развитие русского языка. Называется программа «Русский язык». Именно согласно этой программе, какая работа проводится в наших школах, и в частности в Гуркенской средней школе по реализации этой программы. Программа «Русский язык». Пожалуйста, Мелиса Бадрудиновна, вам вопрос. В Гуркенской средней школе номер 1 имени Рагимова проводится активная работа по развитию русского языка. В нашей школе работают одни из лучших филологов Слеманстальского района. В начале года составляется план-график открытых уроков. И этот план-график приурочен, конечно же, юбилярам данного года, каждого года. Ежегодно мы участвуем в олимпиадах учащихся. Также наши учителя участвуют в олимпиадах по русскому языку среди учителей. Активно принимаем участие в всероссийском конкурсе сочинений. Уроки проводятся с учетом интереса детей. Мы используем интернет-сайты педагогических сообществ, потому что надо знать лучших русистов России, и надо меняться с ними опытом. Это у нас тоже активно проводится. Также наши учащиеся принимают активное участие в онлайн-олимпиадах, занимают призовые места. С помощью всех этих работ мы привлекаем детей в богатый мир русского языка, прививаем у них любовь к этому могучему языку, языку Пушкина, гения нашей поэзии. Вдобавок я могу сказать о том, что помимо всего этого, у нас в школе еще проводится, как и в остальных школах, проводятся предметные недели, посвященные русскому языку. Неделя проходит очень интересно, тоже привлекается интерес детей к русскому языку, проводятся интересные виды работ, различные конкурсы, дни поэзии, дни часов и так далее. Так, в нашей школе 10 филологов, все они с высшим образованием. Стаж работы превышает 10 лет. В школе имеется кабинет русского языка и литературы. Правда, мы его не получали, мы сделали его своими руками. Он оснащен. Почти каждый урок мы используем интерактивную доску. Значит, в коридоре рядом с кабинетом висит стенд «АУ любознательные».
Он обновляется. Учителя проводят открытые уроки, очень интересные открытые уроки. И я хочу сказать, что помимо всего этого большой плюс в изучении русского языка придают комплексные работы, итоговые комплексные работы, где знания русского языка обобщаются в конце года и подытаживаются. Спасибо. Я тоже могу и добавить, какая работа проводится в районе по отношению этой программе «Русский язык». Мы знаем, что уже с 2014 года проводится в нашем районе Олимпиада учителей русского языка и литературы. Порой у нас были призеры республиканского этапа. В этом году на 6-м месте оказался наш победитель муниципального этапа. И с 2015 года проводим, как во всех районах республики, как во всей России, итоговое сочинение, которое является стимулом развития навыков, развития речи учащихся. После того, как ввели с 2015 года итоговое сочинение, дети как-то начали читать литературу, обращаться к литературе. А то в школах можно было говорить, что вообще на литературу 0 внимания уделялось. Внимание не уделялось на изучение литературы. И даже уроки литературы, на уроках литературы они преподавали русский язык для того, чтобы подготовить учащихся к ЕГЭ. А это хорошее начинание, видимо, все знали, как относятся к литературе в школах, поэтому и обратили внимание на итоговые сочинения, ввели это как допуск к ЕГЭ. Дальше уже 2-й год у нас тоже по федеральной программе, целевой программе «Русский язык» проходят курсы повышения квалификации учителя русского языка. В прошлом году 75 учителей из нашего района прошли курсы повышения, краснодарские курсы, тамбовские курсы, ростовские курсы. Это помимо тех курсов, что по плану они проходят. Это тоже помогает повысить их профессиональный уровень. Кроме этого, мы знаем, что каждый учитель русского языка в районе имеет свою электронную почту. Они могут работать в интернете, скачать нужный материал необходимый, пользоваться этим материалом и на уроках. И эта работа поставлена. Кроме этого, ежегодные конкурсы, это живая классика у нас активно, это мероприятие проходит, участвует в региональном этапе наши учащиеся. И также конкурсы, всероссийские конкурсы сочинений, которые уже 3-й год, этот год считается 3-м годом. Даже многие учителя, жаль, что этот конкурс проходит летний период. Мы должны знать, что скоро выйдет этот приказ или получим письмо о проведении этого конкурса. Итоги проводят где-то в начале сентября, подводят они, или в конце августа. Это получается, что такое время, когда все в отпусках, многие не видят, не замечают, что это как проходят дети на каникулах, и так остается активности такой нету. Мы хотели бы пожелать чтобы их очень хотели бы, что этот конкурс проводили где-то, хотя бы до октября, рабочее время, когда уже на занятиях. Также следующий вопрос По этой программе, вряд ли кто знает, спасибо вам, что эту программу вспомнили. Эта программа «Русский язык» разработана лично мною по указанию главы республики Рамазана Гаджимурадовича.
Я ему вот в феврале при встрече и доложил, что финансирование этой программы идет очень плохо. Фактически 14, 15, 16 год не было финансирования. Я вам очень благодарен, что вы, не имея фактически финансирования, такую колоссальную работу проводите в масштабах района. Теперь, что касается Даши, она действительно включена в программу, общую программу развития образования Республики Дагестан. И по моему депутатскому запросу сейчас в этом году туда заложено 5 миллионов рублей. И мы намерены туда не только вот это мероприятие, олимпиады, конкурс и так далее, мы хотим подготовить с учетом особенностей наших дагестанских школ, особенностей языков, особенностей истории, региональных и так далее, подготовить пособие по русскому языку для наших детей. Это русский язык в картинках, это методичное руководство для учителей и так далее. Поэтому вам еще раз спасибо, что вы все-таки эту программу знаете и работаете по ней, несмотря на плохое финансирование. Мы знаем, что в настоящее время вот большое внимание уделяется также сохранению и развитию русского языка. Вот русский язык всегда развивается. И заимствование слова, и сленги социальных сетей. Как защитить русский язык от подобных явлений? Пожалуйста, Фаизат, какая работа вами, как учителем русского языка проводится в вашей школе? Учитель прежде всего должен любить то, что он преподает. Если ты учитель русского языка, ты должен любить этот предмет, должен быть очень грамотным, потому что дети, у нас же очень хороших много детей, грамотных детей, они могут заметить буквально все. Поэтому прежде всего любовь к тому, что преподаешь. Но второй фактор, я бы хотела отметить то, что наши дети в настоящее время перестали читать художественную литературу. Это большая беда нашей школьной жизни. И для того, чтобы дети читали эту художественную литературу, конечно же, нужно прививать любовь не только в школе. Я считаю, что я хочу обратиться к родителям. Привитие любви к чтению начинается еще дома. Начинается ведь все со сказок, именно со сказок Пушкина, по-моему. И привитие интереса ребенка, привить интерес ребенку к чтению. И далее это работа в дошкольных образовательных учреждениях. Она сейчас хорошо у нас поставлена. Ну, вот что мы видим по телевидению. И в начальной школе очень хочется отметить вот эту вгосовскую программу. Сначала родители, учителя это воспринимали очень... Ну, не очень они хорошо воспринимали эту программу, потому что она им казалась родителям тоже очень сложной. Но сейчас, когда уже она вошла и когда дети уже работают, она действительно очень хорошая, ГОСовская программа очень хороша. Она хороша тем, что, во-первых, учебники иллюстрированы, ярко иллюстрированы, значит, они всесторонне развивают личность. И далее, значит, нашим детям сейчас мешают вот эти вот где-то, да, помощь есть, но в большей степени эти телефоны, компьютеры. Ребенок сидит за компьютером очень длительное время, и родитель этого не замечает. Поэтому я считаю, что все-таки не только в школе эта работа должна активно проводиться, она должна проводиться и в семье. Спасибо. Ринальда Фадиловна, вот можно ли регулировать вот, использование интернет-языка и решит ли эти проблемы реабилитации сочинений в школе? Уже ввели 3 года, как ввели итоговые сочинения, как допуск к ЕГЭ. По моему мнению, регулировать можно, но отчасти. Мне кажется, все-таки проблема не будет до конца решена. Почему? Потому что современный мир развивается, изменяется общество, изменяются наши дети. Дети уже другие. Ну да, сейчас уже как бы рождается интерес к литературе. Вот после того, как ввели итоговое сочинение, дети уже вынуждены читать.
Но полностью, мне кажется, вот, итоговое сочинение эту проблему не решит. Мир другой. С чем это связано? Милеса Батрудиновна, пожалуйста. С чем связано? У детей другие интересы появились в жизни. Они больше времени проводят за компьютерными играми. И, конечно же, родители их никак не контролируют тоже. Буквально бывают такие случаи, что ребенок идет наверх в свою комнату, чтобы учиться. И родитель внизу ждет своего ребенка после вдумчивого чтения какого-то произведения или решения какой-то задачи. Но в то же время этот ребенок занимается иными делами. Мне кажется, в первую очередь нужен контроль родителей. Во вторую очередь мы, учителя, должны разнообразить свою работу. Урок литературы – это урок один из самых сложнейших, мне кажется. Вот когда мы ведем уроки должны быть не однообразные и скучные. Надо использовать интернет в благих целях. Как это же сделать? Вот, например, мы провели урок Паустовского, по произведению Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Вот тогда, когда мы провели этот урок, вот там была мелодия Эдварда Грига. И нам было очень интересно, мне самому, как учителю, было очень интересно, эта мелодия на самом деле существует или нет. И тогда я попросила своих учеников найти в интернет-сайтах вот эту мелодию. И они с удовольствием нашли эту мелодию, и мы все прослушали вот эту музыкальную композицию на уроке. И, конечно же, дети читали текст и удивлялись, как они слышат в этой мелодии и пение птиц, и шум прибоя моря, и шум ветра. Буквально все, что было написано вот в этом тексте великого Паустовского, было услышано ими в этой композиции. И мне кажется, интернет должен помогать нам вести наши уроки. Надо приучать детей пользоваться интернетом как надо. И опять же, мы готовим к урокам проекты, разные проекты и презентации. Например, когда провели урок по роману Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», мы, конечно же, опять же подготовили презентацию. Презентация у нас называлась так: «Эпистолярный жанр в романе Евгений Онегин». Эпистолярный жанр из-за того, что у нас появились телефоны, уже утерян. И чтобы учащиеся могли написать письма, могли понять, что же это такое, они составили нам презентацию. Это было очень интересно. И, конечно же, с помощью вот таких средств можно развивать детей и можно привить интерес к русской литературе. И это, конечно же, улучшит работу с итоговым сочинением. Да, действительно, интернет нам помогает вот, при проведении очень интересных уроков. Вот недавно проводили мы сочинение «Девятый вал» Айвазовского. И вот там активно использовался интернет. Мы прослушали мелодию Вивальди «Девятый вал». Играла известная скрипачка Ванесса Мэй. Мы реально увидели именно шторм на море, просмотрели небольшой документальный фильм, просмотрели там клип группы Любэ. Также вот ознакомились с картинами Айвазовского. И на самом деле интернет помогает, очень помогает. Но опять-таки нужно, как вот сказала Милеса, нужно, чтобы родители регулировали, именно контролировали своих детей. К этой проблеме я еще хочу добавить то, что нужно активизировать работу библиотек. Обязательно библиотеки должны проводить вот дни открытых чтений, проводить вот мероприятия, посвященные вот писателям, поэтам, юбилярам, различного вида конкурса, активизировать школьный драматический кружок. То есть всеми способами именно привить интерес к литературе. Вот вам вопрос, как повысить общую грамотность, сделать так, чтобы говорить по-русски красиво и правильно. Что надо делать? Как надо вести работу? Ну, прежде всего, чтобы улучшить грамотность учащихся, нужно разнообразить уроки учителям. Учителя над собой должны работать больше, чем они работают. Значит, рекомендовать детям читать художественную литературу.
Очень тесная должна быть связь между библиотекой и учителями русского языка и литературы. При изучении, скажем, русской литературы, я лично на своих уроках, я являюсь учителем русского языка и литературы, при изучении того или иного произведения, когда мы читаем текст, порой я делаю паузу, останавливаюсь и обращаю внимание детей на постановку тех или иных знаков препинания или правописание того или иного слова. Еще я хотела бы порекомендовать учителям, у нас была добрая традиция раньше, велись словарики. Ну, вот вручную дети вели словари и записывали лексическое значение тех или иных слов. В последнее время как-то этот вопрос отошел. Все-таки можно порекомендовать, особенно в начальной школе, в 5-6 классах, чтобы эта работа восстанавливалась. По сравнению с прошлыми годами, я все-таки считаю, что наши дети сейчас стали более грамотно говорить, потому что они между собой тоже, вот слышно, на перемене или во внеурочное время очень часто общаются на русском языке. Но я тоже добавлю несколько слов. Вот это, когда я сама работала учителем в школе, непосредственно вела часы кружковой работы. И пользовалась я тогда и методическими рекомендациями, и именно вот отца Файзат Абдусалимовны, Абдусалим Алим, у нее была вот эта хорошая работа, вот этой кружковой работы можно было. Вот наши дети не знают, вот у нас на родном языке, на лезгийском языке как? Экрен харазво, вечерен харазво, хпен харазво, калин харазво. А вот если перевести, удавало задание перевести на русский язык. Дети многие не знали, как это. Вот подбор синонимов, это уже много чего значит. Самое слабое место наших детей именно это. Синонимы найти, глаголы синонимы. Вот надо развивать, надо вести словарную работу. Можно двуязычные словари от руки делать. Вот это как практиковалось в советский период, в советской школе. Вот сейчас введением ВГОСов вот речь учащихся развивается, вот они стараются. Много чего связано именно с картинами, с требованием ВГОСа, коммуникативные, идеологические, групповые. Вот эти задания, вот они проводятся. Но многие дети осознанно эта работа, осознанно ими эта работа не проводится, не делается, потому что многие не знают, о чем они говорят, потому что они не понимают многих слов. Вот наша такая просьба всем учителям, чтобы они обратили внимание на развитие речи, на словарную работу. И если он знает словарь, значит, он дальше может и грамматику изучать, и составить, излагать свои мысли, высказать свои мысли и так далее. У меня такое пожелание. Теперь, Гамидуллах Исмаилович, вам такой вопрос. До вопроса, я хотел сделать. Ну, конечно, все, что вы сказали, все правильно. Но самое главное все-таки личный пример учителя. Когда вот дети, вы знаете, выбирают даже будущую специальность, исходя из учителя, из его дара, из его способностей, как вести. Например, я на личном примере знаю, вот я окончил 7 класс в Тархской школе и учился почти на лезгинском языке до 7 класса. Русские речи я услышал только одной учительницы русской, которая там была. И потом я попал в Дербенское педучилище. И попал в руки вот великолепного человека, участника Великой Отечественной войны, Баланева Ивана Мироновича. Вы знаете, как он работал с нами? Ну, если мы делали где-то 50-40 ошибок, то в конце, через 4 года, мы отлично сдавали диктант, там государственный экзамен был. И сразу, чтобы попасть в вуз, мы должны были работать 2 года, отработать, а потом сдавать, имел право вступить. Но мы сразу после педучилища
нам разрешили как 5%, как с отличием поступать на русское отделение Государственного университета. И что интересно, после русского отделения я попал в Ленинградский университет на кафедру русского языка, и досрочно пришлось защитить диссертацию по синтаксу русского языка. И докторский тоже. То есть я хочу сказать, только вот, ну не только, прежде всего обязан вот этому человеку, что я вот так полюбил русский язык. Второй, вот сейчас почему так вы правильно ставите, норма литературного языка нарушается вдоль и поперек. Даже вот центральное телевидение, посмотрите, как будто вот бывает палкой гонять этого диктора или кто-то ведущего, выговаривать слова, понимаете, как будто пули из этого. Ну так нельзя, есть дикция, есть какая-то пауза, вот это не делать. Или вот выходите в любой город, идите, на русском языке вывески должна быть, нет, все на иностранном языке. Спрашивается, ну кто понимает этот иностранный язык? Вот это единый орфографический режим, который раньше был, у вас в школах тоже режим должен быть, висеть на видном месте. Все учителя, независимо от специальности, должны соблюдать единый орфографический режим. Не только учитель русского языка должен поправить ошибки в речи учащихся, но все и математики, и биологи, и так далее, так далее. Вот в этом плане, конечно, вот вы большую работу и проводите, но надо обратить внимание на то, чтобы сам лично вот, ну, показать, что он действительно влюблен в эту его специальность свою, понимаете? И чтобы он наизусть, вот если спросить современных учеников, знают они наизусть вот стихотворения, посвященные русским писателям, но я боюсь, что очень мало будет, чтобы они, конечно, знали, читали. Ну, почему так? Ну, жизнь есть жизнь. Мы не можем сейчас сказать, уберите компьютер, уберите телефон и так далее, но надо в этих ситуациях как-то преодолеть все эти трудности, найти выход, чтобы именно дети наши обратили внимание. То есть надо восстановить и государство, и всем нам востребованность. Вот если мотивации не будет, востребованности не будет, то очень трудно нам будет это делать. Или вот смотрите, мы приняли закон, без грамотного владения русским языком нельзя принимать на должности вот, по республиканскому масштабе. Ну, так, а кто проверяет? Никто не проверяет. И вот сейчас даже в министерствах, что интересно, казалось бы, в министерствах должны работать грамотные люди, правильно? Элементарно письмо возьмите, они не пишут. Они пишут, нет, там сидит редактор. Понимаете? В министерстве сидит редактор, корректор, любое письмо, любое проверяет. Это не должно быть. Вот поэтому у нас вот такой востребованности нет. Грамотность, вот к любым специалистам надо такое требование предъявлять. Спасибо. И такой вопрос вам. Как поднять престиж русского языка? Связано ли это с введением ЕГЭ? Значит, ну, я почти что ответил. Престиж русского языка, конечно, надо прежде всего объяснить людям, понимаете? Мы должны вот две вещи запоминать. Русский язык, особенно в сельской местности, у нас, вот как говорил, значит, речь о чем идет? Чтобы вот эти два языка, и родной язык, и русский язык, они чтобы шли вместе. Чтобы не говорили, как некоторые, вот мне приходится по республике убеждать самых ответственных работников, что нельзя противопоставлять русский язык, родной язык. Они должны идти рядом. Русский язык помогает, например, в городах усвоить, изучить родной язык. А в селе с 1 класса русский язык как раз плохо владеют наши дети, детским садам не охвачены. Приходит 1 класс почти с незнанием. Вот здесь надо на родном языке с 1 класса обучать их, помогать. И с помощью родного добраться до русского языка. И теперь роль русского языка, родного языка, если сравнить, конечно, мотивации при изучении родных языков нет. Но но это неправильно, не в том дело. Мы сиюминутную выгоду же не ищем вот в языке, когда говорят. Пусть самый малый народ. Одно вот из лезгинской группы языков есть арчинцы. Вот в Чародинском районе селение. Это относятся они к лезгинской группе языков, да? Но это же дар природы, это дар Бога. Его надо беречь, вот такой язык. Хотя он применение имеет в одном селении, но он должен знать прежде всего свой материнский язык, который идет с материнским молоком, и потом русский язык.
И вместе с ним вот идти вместе. А мы должны внутренне убеждены, что без русского языка у нас ничего не получится. Наука не будет, служба армии не будет, специальность не получит. Во всех отношениях надо объяснить, что он действительно, русский язык нам нужен. И надо, я думаю, из государства, вот сейчас как раз об этом речь идет, государство требует, будет предъявлять серьезные требования и к педагогам, и к их служащим, различным чиновникам. Даже мне приходилось дать экспертизу, закон, проект закона, составленный во главе Жириновским вот в прошлом году. И он ввел проект такой. Вот кто будет допускать ошибки вот в речи, оштрафовать до 5000 рублей физическое лицо, до 40 000 рублей юридическое лицо. Есть в каком-то документе. Ну, я написал, я говорю, все это хорошо. А как это сделать? Второе. Он говорит, иностранные слова нельзя употреблять. Вот вы тоже ставите вопрос, надо избегать иностранных слов, надо экзотические слова, тогда все это правильно. А кто определит, например, деревня или там агрессор или учитель, это иностранное слово или здесь? Это очень трудно, во-первых, определить. Поэтому, но сама постановка вопроса о том, что надо соблюдать. Я знаю, на телевидении штрафуют. Если ошибку допустил, где-то там ударение и так далее, там действительно зарплату удерживают. Вот здесь у нас вот такое требование, вот особенно педагогических коллективов, к сожалению, нет. Вот вы обратите внимание, когда математику, вот преподавал математику, как он склоняет числительный. Как захотел, так и склоняет. Поэтому этого не должно быть. Единые требования. Да, единые требования, всех счастливых. Спасибо. И вот все это вот связано с ЕГЭ. Вот, да, я ЕГЭ. Да, вот ЕГЭ. Давайте ЕГЭ я скажу. Я понял. Значит, вот смотрите, ЕГЭ, я как-то говорил вам, в 2007-2008 годы, когда начинался в виде эксперимента, значит, 3 года я руководил, был председателем этой комиссии по проведению ЕГЭ в республике. Тогда никто, как сейчас, не мешал, никаких контролеров, никого не было. Мы с комиссией проводили, правда, кто проверял работы. Я сам учился где-то недельный срок в Москве, вот как это проводить, был экспертом, так? И потом мы проводили, сертификат давали каждому, вот кто работает в комиссии, получал недельный, я им читал лекции, занятия, и он получал сертификат. А сейчас, правда, с улицы поймал, кого попало, и туда гоняют, как проверять, что нет. То есть вот это ЕГЭ тогда был самым объективным, потому что посторонних вмешательств там не было, и мы давали 25-30% успеваемости, потому что оценка на судьбу ребенка тогда не сказывалась. Если получил 2, ему директор имел право официально добавить балл. Если 4, добавить балл, сделать, если медаль там получат и что-нибудь. То есть вот в этом плане ЕГЭ сейчас в данной ситуации, конечно, огромный урон нанес. Особенно русскому языку. Ну как же так? Вот смотрите, раньше было 44 балла можно было получить за группу А задание, группа А, группа Б, так? И он, какие там задания? Все устные, нажатие на кнопки. Ни одного слова не надо было писать. И он мог получить положительную оценку и считать себя грамотным человеком. Вот это неправильно. Это так не должно быть. Значит, прежде всего он должен проверить, экзаменующий должен проверить развитие речи устную, письменную речь. И второй большой минус, конечно, то, что недоверие к учителю в данной ситуации, да, ну, может быть, это там объективность может, но я не думаю, что пусть даже какой-то 10-15% объективность будет здесь, но учителю надо сохранить доверие к учителю, чтобы все-таки вот так отнять у него этот экзамен, проводить какие-то аудитории, это ничего не дает. И вот теперь второй. Самый вред вот этого состоит в том, что мы сами себя успокаиваем. Если ваш ребенок получил, допустим, 90 или 100 баллов, мы говорим, вот хороший учитель и так далее. Не совсегда это является адекватным отражением труда учителя, адекватным отражением знаний учащихся. Абсолютно нет. Во-первых, почему-то мы оставляем огромное место для репетитора. Репетиторство вообще, на мой взгляд, надо запретить. Как было в советское время, не разрешалось. Учитель, ему выделено столько часов, в пределах этих часов он должен уложиться и это давать. Теперь дальше. Вот
Я вам говорю, это официальный пример, я вам приведу. В прошлом году, в сентябре месяце, на факультет журналистики МГУ приняли 100-бальных все. Туда идут все 100-бальные. И вот на факультет журналистики дали, говорит, посредственный диктант всем вот этим 100-бальникам. И говорит, ни один не справился, понимаете? И если Московский университет, который поступает, это самый цвет общества, цвет наших учащихся, если они не справились, то наши остальные справятся. Поэтому я не верю вот этим результатам ЕГЭ. Ну, конечно, есть там соответственно и так далее. Положительно что? Ну, да, может быть положительно. Он 2 раза не сдает вступительный экзамен, он, допустим, 1 раз сдал, документы направил. Вот такие удобства есть. Все это надо. И ЕГЭ тоже можно сохранить, но как основной вид проверки знаний, а как побочный, как дополнительный, особенно когда идет вот такая фронтальная проверка заданий тогда. А, конечно, надо восстановить сочинение, надо восстановить литературу, как положено. И еще, вы работаете в сельской школе, вы ни слова не говорите об особенностях этой сельской школы. Вы забыли, когда вот вы когда поступали, вы писали сочинение в группе сельской. И я, вот ваш покорный слуга, составлял тему сочинений. Покойный ректор Абутыль Бабиевич меня за год вперед вызывал в кабинет, вот сажал за стол, на тебе бумагу, на ручку, пиши здесь своей рукой темы. Я пишу белые конверты, только пишу букву «С» на одном конверте, на другом конверте «Г». Город, село. Закрывали, и через год открывали, абитуриент выбирал. А сейчас что? Сейчас все, и город, и село сдают по одинаковым КИМам, контрольно-измерительным материалам. Это совершенно несправедливо, потому что сельский ребенок пошел в школу, совершенно не владея многих городских селах, мононациональных. И он должен сдавать одинаково с ребенком, который московский, 3 лет говорит свободно на русском языке, с 3 лет говорит, живет в русской среде, а вот и наш ребенок нельзя, надо восстановить вот это, вот как вы здесь, у вас где-то я услышал, учебники, да, это тоже не подходит нашим детям, вот это учебники. В Шлемостальском районе институт эксперимент провел. Опросил учителей русского языка с одним вопросом. Подходит ли этот комплект по русскому языку, по которому вы занимаете ваши учащиеся? 38% сказали, не подходит. Это даже, я считаю, мало. А так, или посещали один урок, вот как-то попутно выезжал из Баку, Магарикянский район у дороги, иду в 1 класс, читает текст учитель, и там встречается, я как сейчас помню, слово «трон», «ватрушка». Я говорю, спросите, говорю, детей знают, понятия не имеют. Вы понимаете, мы иногда издеваемся над детьми. Или второе, я не знаю, Шлемостальский район дает, как будто с 1 класса идет обучение на русском языке. Нет, на родном языке. Все на родном языке. Родным языком обучения. Теперь, если во многих школах в этом году 413 школ перешли на русский язык обучения, на 2-й план, так называемый, с какой целью? Что вот, мол, там часов русского языка больше, а вот в таком плане меньше. Тогда они будут знать хорошо. Ничего подобного. Я вот впервые здесь объявляю, что это ущемляет интересы учителей русского языка. Потому что учитель русского языка получает 15% надбавки за то, что он работает в школе с родным нерусским языком обучения. Вы его перевели сегодня на русский язык. Финансисты меня сейчас слышат. Русский язык перевели. Это 15% должен получать учитель родного языка, не вы. Поэтому надо... У вас район-то здесь нормально, в нашем районе. По первому. По первому плану. А я вам говорю, 400 с лишним. Вот я перед главой этот вопрос поставил, и глава республики Рамазан Гаджимурадович своей рукой написал проекты постановления, которые я составлял, написал в мононациональных школах рекомендовать родной язык обучения. А сегодня этого нет, мы не понимаем. Сегодня, наоборот, чиновники, директора школ настаивают, чтобы перешли на русский язык обучения. А дети не знают русского языка. Поэтому ЕГЭ, имея определенные положительные моменты, в этом плане слишком много. И последнее. Мы верим нашим президентам, Владимир Владимирович. Вы, наверное, в прошлом году, когда в прямом эфире выступал, помните, вопрос ученица задает ему. Владимир Владимирович, если вы были бы учеником сегодня, вы бы сдавали ЕГЭ или традиционный экзамен? Он что ответил? Он сказал, я бы сдал традиционный экзамен. Но если президент страны так говорит, ну что там, это действительно так? Это действительно так, понимаете?
А вот новый министр Васильева, она действительно хочет делать. Она правильно говорит. Мы, гоняясь за технологиями, за различными инновациями, забыли учителя-предметника. А нам надо сейчас вернуть этого учителя-предметника. Особенно Руссовет – это центральная фигура в школе. А вот насчет, какую работу надо вести, чтобы дети лучше владели языком, вот, как надо эту работу? Вот вы как думаете, ваши предложения? Вот наши дети плохо владеют русским языком. Вот первое, то, что мы говорили, это словарную работу. Вот вести, улучшить словарную работу. И, на мой взгляд, я так думаю, что вот когда мы учились в школе, практиковалось вот это где-то 5 минут или домашнее задание давали, 5 минут на уроке уделяли, чтобы перевести текст. Вот русский текст перевести на родной язык. Или наоборот, родной текст перевести на русский язык. Вот это хорошо помогает. Дети обращаются вот к словарям, вот находят сами эти слова, спрашивают, когда своими руками они что-то делают, они это запоминают. Поэтому надо именно это и по требованию ВГОСов сейчас тоже, чтобы дети сами что-то делали, сами своими силами, вот это в действии все реализовали, свои задумания, свои планы, проекты и так далее. И этому только учитель должен направить нужное русло. И последнее, я хотел бы вот подытожить наш круглый стол, это мы период так проводим. Я хотел бы, дорогие друзья, учитывая, что Республика Дагестан, республика многонациональная, для нас колоссальное значение имеет языковая политика, прежде всего в образовании. Вы обратили внимание, в республике 14 письменных языков. Причем, запомните, из них, значит, 89 всего языков системы образования, 30 языков обучения. Из 30 14, во всяком случае, без датского языка уже 13 у нас в республике. И мы должны, вот прежде всего, вот этот маленький институт, мы обеспечим до сих пор преподавание и русского языка, и особенностями, и родных языков. Мы хотим, чтобы мы, вот вы, учителя русского языка и учителя родных языков, работали в содружестве. Чтобы учитель родного языка вам, вы учитель русского языка, то есть это проблема языка. Я хочу, чтобы вы очень правильно решили. У нас, к сожалению, встречается игнорирование иногда родного языка. Нет, родной язык нам помогает формировать национальную идентичность. Мы должны ребенку прививать любовь вначале к своему дому, теленку, там, цыпленку, ягненку и так далее. Из внутреннего мира, отцу, брату, сестре, селе, улице, тухом и так далее, и так раздвигать эти границы. То есть мы вот эти моменты не учитываем. Мы должны вот везде преподавание у нас должно быть русский язык, русская культура, родной язык, родная культура и мировая культура, иностранный язык. Вот это 3 кита вы должны соблюдать. Вот такое содружество должно быть у нас языков. А родной язык, как правильно говорю, родной язык, как за руку мальчика вытаскивают, за руку берут из маленькой деревни, нас выводит, конечно, к великому имени, который русский язык. Это тоже мы не должны отрицать. Но надо знать нам и свободный, и русский язык знать, и родной язык. То есть двуязычным должен быть наш ребенок. Спасибо. Я вам всем желаю успехов, здоровья, удачи. И всех наших коллег поздравляю с праздником. Спасибо.